Суп из пакетов и полимерный бутерброд. Такой комбо-обед, по мнению ученых, ожидает человечество в ближайшем будущем. Пластик уже принял масштабы эпидемии, теперь он не только на свалках, но и в нашем организме. Расщепляясь, он попадает в продукты питания, а затем и в кровь человека. Как убрать пластик из пищевой цепочки и что нужно сделать, чтобы избавить от него природу, расскажет Айсена Бурнашова. Здесь каждая коробка нужна для отдельного вида вторсырья. Таким образом должен выглядеть идеальный контейнер для раздельного сбора мусора. Помимо металла, стекла и бумаги, особое отношение в отделении Гринписа уделено пластику. Сразу 5 ящиков для разных видов. Здесь как нигде уверены, пластик стал настоящей эпидемией. Плавучие острова мусора, миллиарды отравленных животных, птиц и рыб. Медленно и смертельно опасно пластик вошел в цепочку питания. Его уже выявили в крови человека. Они уже возвращаются к нам и с водой, и с пищей, да, в том числе с рыбой, например, потому что пластик есть в океане, в том числе с питьевой водой, потому что тот пластик, который мы выкидываем на свалку, он же полностью не изолирован, все равно постепенно он распадается на маленькие кусочки, уходит в том числе в подземные воды, уходят в поверхностные воды и рано или поздно попадает в источники водоснабжения, а дальше в наш кран. Весь мир встал на борьбу с пластиком. В 40 странах мира уже запрещено его использование. Но понятие, что пластик наносит колоссальный вред, в России пока не утвердилось. Статистика гласит, каждый житель нашей страны выбрасывает около 65 килограммов пластика в год. Зачастую он просто попадает на свалку и лишь изредка сгорает в печах мусоросжигательных заводов. Во всяком случае, последствия для окружающей среды весьма плачевны. В земле полиэтилен разлагается сотни лет, а при горении выделяет опасный углекислый газ. Шокирующее открытие. Пластик не только загрязняет планету, но и способствует глобальному потеплению. Выход из этого экологического тупика есть – полный отказ от пластика. В качестве альтернативы – раздельный сбор отходов и их дальнейшая переработка. Вы как-то разделяете мусор, делите пластик? Нет, потому что я не знаю, как это делать. А времени на то, чтобы разыскать информацию, как и куда везти, у меня лень. Я их не сдаю, потому что у нас негде сдавать. Где я живу в Шушарах, у нас нету. Но я всегда ставлю отдельно пакет с банками, с бутылками и отдельно мусор. По всей видимости, обществу необходимы мощные стимулы. А ведь в идеале за чистоту на планете вместе с инициативными гражданами должно бороться и государство. Сейчас в каждом субъекте есть такой документ, который называется «Территориальная схема обращения с отходами». Это документ, из которого как раз должно следовать, каким образом мусор собирается, вывозится, куда он перерабатывается или идет на свалку и так далее. За его подготовку отвечают региональные власти. Острая необходимость приводит научное сообщество разрабатывать новые технологии борьбы с пластиком. В своем исследовании якутянка Ирина Корякина использовала наночастицы оксида цинка, которые, обволакивая полимер, буквально расщепляют его с помощью ультрафиолетового излучения. Времени это занимает достаточно долгий срок, это меньше 100 лет, чем изначальный процесс разложения самого полимера, но тем не менее это занимает период. Допустим, в моем случае это было несколько лет. 5-6 лет, учитывая, что сильное солнечное излучение у нас бывает только летом. Бороться нужно не со следствием, а с причиной. Москвичи уже отказались от пластиковых пакетов. За продуктами там стараются ходить с авоськой. В Бурятии на Байкал не пускают туристов с пластиковой посудой. Ее частицы уже нашли в рыбе. Пример стоит брать с Республики Мордовия. По данным Гринписа, они занимают лидирующее место в стране по переработке пластика. Если не остановить пластиковую эпидемию сегодня, уже завтра она окажется на вашем столе, а потом и в организме. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург.